Сейчас мы будем готовить секретный семейный рецепт самых вкусных веганских треугольников татарских. Понадобится 2 стакана теплой воды, 2 столовые ложки сахарного песка, чайная ложка соли, 50 грамм дрожжей вот таких, мы заменяем полстакана сухими, подсолнечного масла и мука 5 стаканов. Самая главная начинка, конечно. Соленые огурцы. И укроп. И картошка. Соль, перец. А что самое главное в рецепте? В готовке? Любовь, веселье. С чего мы начинаем? Мы сначала кладем воду теплую. Сначала тесто готовим? Да, сначала тесто. Но начинку, если есть свободные руки, уже можно начать готовить. То есть Чистить картошку, Окей. огурцы, потом их крошить. Также и зелень помыть, покрошить. Так, У меня камней нет, так что вот ну давайте ты вот так натачивала вот ножи? боком. ножницы. Значит, если я делаю 3 стакана, по рецепту у нас 2, но мы хотим сделать чуть побольше теста. Поэтому мы кладем 3 стакана теплой кипяченой воды. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Куда чище? Пока сюда. Ложки. Давай я дочищу. Одна. А я их ногой. А что, И орех. орехополки нет? Надо, чтобы соль, сахар растворились. И потом мы сможем добавить дрожжи. Добавляю. И остатки тоже дочистить. Вот так, да. Получается, чем больше солью, чайник надо будет поставить заново. Набухли дрожжи. Набухли. Мы же сами будем судьей все. Но смотри, если Дегустаторы. дрожжи будут мыть муку, Ну, желательно вот она набухла. просеивать, чтобы она напиталась кислородом, воздухом и стала более такая Даже рыхлая. пузырики. Где их Мы пузырики? заранее просеяли муку. Не надо больше кузен. Нет, не пузырики. Пусть. Дрожжи, они как раз и дают этот эффект. В нужный. закатанную банку сначала надо пустить немножко воздух, и потом крышка открывается легко. Да, нужно вот эти листочки убрать, помидоры выложить, тарелочку глубокую какую-нибудь найти. А в желудок их можно выложить? Конечно, можно. Помидорчики. А запах какой. Сразу, да? Красота. Попробуй. Пей. Вот это 5-й стакан пошел. Огурцы мы очищаем от кожуры, чтобы они были мягкие. Желательно очень тоненько. А кожуру можно съесть, она такая же вкусная. А огурцы мы от кожуры чистим только для девяник. Да, для тех, Без кому зубов. трудно жевать, ну и для мягкости вкуса. Это тоже придает особую такую мягкость, приятность. Ну, кто-то, может, любит похрустеть. Кто-то любит похрустеть, да. Мы привыкли так, поэтому Ну, и у нас девяники уже сколько? 95? 93. 93. Осенью будет 94 Мгм. в октябре. Вот мы почистили огурчики. А тесто у нас уже почти готово. Ну, его коварежу нужно подождать, пока поднимется. Давай тесто. Мы сделали все. Теперь работа за тобой. Давай. Важно накрыть его крышкой. Крышку обернуть тканью, потому что, чтобы не прилипло к крышке, лучше от ткани оно отходит лучше.
общем, размер укропа должен быть где-то 2 нанометра. Если у вас больше, значит вы что-то не так делаете. Ну, В на самом идеале в деле, блендере вообще укроп надо промешивать. у нас Это нет у кого блендера. есть блендер. Бульончик овощной он будет с морковкой, с капустой, с картошкой. Перчик, А это помидорчик. у нас капуста? Да, это для вкуса очень важно. Мы будем заливать этот бульон в треугольники. Тесто. Тесто у нас поднялось. Здесь стоит, кипит бульон с морковкой, капустой и Картошка, перец, Картошка. сейчас еще будет помидорчик и зелень в конце это для чтобы вкуса. чуть-чуть залить в Да, треугольники. да. Мгм. Здесь укроп накрошили уже. Огурцы начищенные. Почему мы делаем так медленно, говорю, мелко? Опять же, для того, чтобы картошка внутри треугольника сварилась. Когда бросок, вот этот брусочек, он толстый, большой, он может внутри остаться непропеченным. И поэтому мы делаем очень мелко картошку. Это, во-первых, а во-вторых, опять же, вспоминаем про наше старшее поколение, которому будет легче это все кушать. Молодец. Все. 5-7 миллиметров это было вранье. 3-2 миллиметра должна быть картошка. Иначе вас заставят переделывать. Так что не тратьте время на эту большую картошку. Хорошо. Ну, весь не получится, конечно, уж останется. Вроде норм. Мгм. Перец, соль. Хорошенько перчим. Солим. Перемешиваем. Соленые огурцы у нас не сильно, соленые, поэтому соль обязательно нужна. Плюс картошки больше, чем огурцов. Посолить надо хорошенечко. Но можно попробовать опять, говорю, что есть такой вариант, можно попробовать немножечко начинки и понять соль. Хорошо. И теперь мы добавляем, конечно, укропчик мелко нарезанный, старательно. Какая красота. И оставим немножечко на пиццу. Чем больше зелени, тем лучше. Иногда можно еще немножечко петрушечку мелко порезать и покрошить. Это тоже приветствуется. Посмотрите, как это красиво. Просто сказка. Подписывайтесь на мой канал. На мой. Шучу, у меня его нет. Подписывайтесь на мой, у меня есть. Наша начинка готова, мы приступаем к лепке. Бульончик чуть-чуть маслица. И можно его уже выключать, этот бульон. Полноценный капустный суп получился. Что еще немаловажно, это нужно растопленное масло. Я добавляю совсем чуть-чуть растительного, и в основном весь упор будет на сливочном масле. Но можно использовать, мне кажется, масло кхи тоже. Масло мы будем заливать внутрь треугольников. И снаружи смазывать тесто, и еще и внутрь отправлять. Нам понадобится кисточка. Конечно, в идеале использовать перья гусиные. Раньше мы вот такими пользовались. Но у нас пока они новые, я купила новые, и не пропитанные маслом. И они сейчас просто заберут все масло. Вот в данном случае обычная кисть можно купить в любом строительном магазине. Она уже напитана маслом, и поэтому с ней работать легко. Заранее ее смазываем, чтобы мы уже клали на смазанную сковородку нашу изделие из теста, правильнее сказать. Далее, все, сковородка у нас готова. Мы берем тесто, убираем уже его поближе к себе сюда, чтобы с ним работать. Духовка горит. Так, смотрим. Вот видите, лайфхак с тканью работает. Даже не прилипло и не пристало. Что же мы делаем? Опять же его опустили и берем кусок. И вот так вот аккуратненько. Опа! Берем муки.
И обязательно сюда. Взяли кусочек, сейчас будем его разминать, катать. Сначала мы будем лепить Сначала я. кружочки. Сейчас я покажу для видео один раз. Нам нужно примерный вот отделить. Опять же, на глаз. Мы будем потом понимать, больше нам нужен кусок или меньше. Я отрезаю вот такие кружочки. Да, примерно одинаковые. Так, этот, наверное, надо добавить, этот поменьше получился. Вот теперь. И сюда мы еще добавим. Раз, два, три, четыре. И всего у нас получается на нашу вот такую сковородку 6 штук. То есть я беру еще кусочек, чтобы хватило на 2 треугольника. Примерно вот наш кусок. То есть вот у нас 4 есть. Мы сейчас в муке обваляли. И делим на 2. В процессе мы поймем, одинаковые они у нас получились или нет. Опытные пекари понимают это сразу. Что мы делаем дальше? Мы берем каждый кусочек и разминаем его. Разминаем, как бы опять замешиваем. Но уже конкретный такой вот маленький кусок. Вот так помяли. В такой немножко вот так я прокрутила и кладу опять же на смазанную мукой доску. Что делаем дальше? Чтобы он не засох, мы накрываем пакетом. Вот. Переходим к следующему кусочку, к следующему. И каждый вот так вот замешиваем. Вот этой частью я сдавливаю. Потом пальчиками приподнимаю, опять сдавила. Приподняла, надавила, приподняла, надавила, надавила. И так по кругу. И вот у нас получается вот замешанный такой кружочек. И так вот все 6 штучек. Процесс замешивания небольшой. То есть мы снова с тестом работаем. И подготавливаем его тесто. Дальше уже будем раскатывать. Хорошенько замесить. И они в процессе там под пакетом еще продолжают подниматься. Тесто продолжает работать. Давай. То есть, видишь, что нужно сделать? Нужно еще замесить, потому что остался вот такой разобранный кусочек. А мы его замешиваем в однородный маленький кружочек. Ну, так меня учила моя мама. Я решила также продолжить и свою практику, скажем так, с тестом. Вот. Дальше я перехожу к первому куску. И начинаю уже его раскатывать. Подсыпаем муки каждый раз, чтобы ничего не прилипало. Муку надо на эту. Мы должны раскатать, да, и на скалку тоже муки, раскатать его в кружочек. То есть, опять же, не сильно. На глаз мы высчитываем нужный нам размер. Потому что в процессе они будут набухать. То есть примерно, я не знаю, сколько тут, 5-6 сантиметров в диаметре. И стараемся, чтобы это было равномерно. Вот такой примерно нам нужен размер. Что мы делаем дальше? Мы его опять отправляем под пакет и раскатываем следующий кружочек. И так все 6. А края тоже до конца, прям до доски не надо давить сильно, козам. И берем начинку. Опять же, стараюсь выжимать сок, брать без жидкости. Стараемся наложить аккуратно в центр. Примерно по количеству, опять же, мы будем пробовать и поймем, достаточно нам или мало. Хочется же, чтобы и начинки было достаточно, и тесто не слишком толстое. Наверное, я думаю, достаточно. Что идет дальше? Дальше мы берем, вот, допустим, вот у нас центр, а я немножечко беру вот от центра сюда, 2 края слепляю, то есть образую один уголок. Вот он. Начинаю слеплять края. Особенно самый низ, очень крепко к центру, прям чтобы тесто хорошо слепилось, прям прожимая, можно сказать, видите, до тоненького теста, но между собой.
поворачиваю, и у меня вот уже видно, что я поднимаю, и остальные два уголочка получаются. Вот. Пальчиками можно вот так сформировать, если удобно, и слепляю сразу. Чем быстрее вы это делаете, тем вам комфортнее, и жидкость, которая все-таки в начинке есть, не помешает вам слепить. Очень важно это делать четко, уверенно. Видите, начинки иногда бывает много, что вот можно в следующий раз положить поменьше, уже понятно, что по количеству. Методом проб и ошибок, или наоборот, удачного стечения обстоятельств. Вот. Дырочку оставляем. Дырочку мы обязательно оставляем для бульона, для масла. Но края должны быть очень хорошо слеплены. Очень хорошо. Особенно низ, потому что жидкости там будет много, мы будем заливать. Что мы делаем дальше? 3 пальцами идет защип. И получается вот такой узор. Но это уже для красоты. Если интересно, могу показать еще другой вариант. Давай. Есть вариант косички. Могу прям на этом. Давай, чтобы То есть, уникально. так, вот допустим. Мы берем край, вот этот вот 2 пальцами. И я его, видите, вот так подкрутила. Беру опять же подкрученный вариант и еще подкручиваю. И дальше подкручиваю, подкручиваю, закручиваю. Тесто уже подсохло, край подкручиваю, подкручиваю, подкручиваю. И прям до дырочки. И получается вот такой закрученный вариант. Тоже красиво, если сделать все углы. То есть вот так закрутить и залепить. Вот такой вариант есть украшения. Вот такой вариант украшения. Можно вообще не украшать, а просто залепить. Делаем. Ого, у тебя мир намного лучше второй уже получился. Да, Видишь, практика как отлично. работает. Вон, покажи Давай. в камеру. Покажи. Какой отлично. Извините, я закрываю. Потому что У меня какой-то чудик. Какой ты, главное, отлично. сильно не дави. Вот. Чудик. Да, сразу оп и сразу угол. Да, да. И все получится. Заливать углом к центру. Отлично. Вот второй спасибо. Прекрасно. Замечательно. Мы смазываем маслом. Это если они разбухнут, чтобы они не прилипали друг к дружке. И легче нам было их поворачивать. В процессе нам понадобится их еще и поворачивать. И этот процесс очень нежный. Можно козам сейчас дам. Очень аккуратно, чтобы с кисточкой не повредить тесто. Тесто нежное, чтобы оно не прорвалось. Краешки, да? Да. Капнут. Ничего страшного. А мой... Да, вот такой боковой частью получается аккуратнее и не проткнуть. Вот так вот, такими движениями. Да, вот. И первое, что мы заливаем, это вот этот бульон от картошки и огурцов. Мы очень аккуратно, поэтому дырочка должна быть раз, по 2 ложечки чайных, 2. Немножечко ждем, минуту буквально, и засовываем в самый низ сначала, а потом мы выходим уже наверх. Вот, можно включить свет, чтобы было видно. Немножко они постояли, набухли, тесто, и мы кладем сначала вниз. У нас вот есть нижний ярус. Сначала у нас будет запекаться дно. Сколько минут? О, это будем мы смотреть. Это каждый раз по-разному, зависит от режима духовки. И вот. А как понимаешь на вид? Сейчас скажу. Начинаем. Будет понятно, когда мы достанем и начнем шевелить, и они уже дно схватятся, станет жестким. Они начнут шевелиться. А сейчас они прилипли пока. То есть вот это такой сигнал, скажем так. Проверяем, Шпашмак. Сколько времени прошло? Кто-нибудь время-то засек? Ну, по ощущениям, минимум 10, потому что 8 минут мы уже снимаем. Вот, оп. Все. И видите, вот прорвалось, и шипит, и шипит. Вот этот момент, конечно,
Ага, вот. Не очень. Про- пробитие Он есть. будет нам мешать. В этом плане, ой, очень важно, чтобы тесто не слишком тонкое было. Видите, чтобы они еще не прилипали друг к дружке. Потому что мы еще их будем вот так проверять низ. Вон, видите, уже подрумянилось. И будем еще их потом в процессе поворачивать. Они набухли. Видите, место очень важно, чтобы было. Дырочку приоткрываем. Берем чайную ложечку и топленое наше масло мы заливаем. Вот так вот берем. Прям, чтобы внутри Тоже было по 2 или по 1? 2. Маслом кашу не испортишь. Треугольник тем более. Вверх. А тут как долго? Хороший вопрос. Ждем. Достали треугольники. Они у нас подрумянились. И мы их поворачиваем более бледной стороной. К стенке. Да, чтобы она подрумянилась дальше. К сожалению, вот здесь у нас раскрылся момент. И вот видите, вытекло и стало черным прям. Вот. Вот так желательно не доводить до такого. Для этого мы и слепляем очень внимательно уголочки. И в размере весы, да, где-то в 1,5 раза? Да. Поэтому нам нужно место. И вот с нестандартными треугольными формами в этом плане сложновато. Зато весело. Весело, необычно, да. Есть плюсы свои. Как они уже вкусно выглядят. Да, и теперь мы заливаем бульончик из супа нашего. Еще раз, что в бульончике? Овощной суп, можно сказать, что капустный. То есть я положила морковку. Ну, изначально в воду, в бульон положила лавровый лист, перец. Дальше морковь, капуста, картошка и помидор. В самом конце уже добавила укроп и масло растительное. Соль, перец. Ну, перец мы уже положили, соль по вкусу тоже в начале клала. Поварила хорошенечко, около часа точно. Вот. И добавляем по 2 чайные ложки в наши треугольники. Ну, если что, можно и без бульона, просто Масло. на Масло. масле и сок от огурцов. Да. И можно еще вот после того, как вот прорвался, как мы это сделали, немножечко вот так вот, чтобы бульончик то в один уголок, то в другой, вот так вот покрутить. И мы дальше отправляем доделываться их, дорумяниваться в духовку. Вторую сковородку тем временем мы уже засунули вниз. Прокрутили и отправили с Богом. Будет их есть. Чайник поставлю. Снова заливаем бульон уже из нашего супа овощного и снова хорошенечко смазываем маслом. Это уже в готовочку. Уже в готовый, да. И потом еще один немаловажный элемент. Настояться им дать? Да. Мы их накрываем бумагой и миской, чтобы они пропарились. Они сейчас очень жесткие после духовки. И сухие, наверное, да? Да. Немножко? Вот. А они пропарятся, масло впитается и будет уже очень приятно их кушать. Они также горячими останутся. Просто им нужно вот этот вот момент постоять такой бумагой от муки. Она достаточно плотная. Желательно пару слоев. И сколько им стоять после этого? Ну, хотя бы минут 10. Так, мы положили несколько слоев плотной бумаги. Можно просто А4, то есть бумага. У нас она осталась от муки, но мы собираем. Очень удобно. И накрываем любой миской по диаметру, да, чтобы хорошенько пропарились они. Стали мягче и впитали масло. Там же с чаем, да? Вместе, втроем. Я свой шпишмак уже надкусил. А у меня шапочка. Ну что, давайте. Раз, Вкусно. два, 2, три. 3. Бага. Все отлично получилось. И соли достаточно. Да, начинка хорошая. А у меня все жидкое. Это хорошо, что не сухое.
Я за тесто переживала. А я за начинку. Ради таких моментов стоит 5 часов и даже 6, учитывая, когда сейчас закончится еще тесто, вопрос стоять на кухне, чтобы вот так вот сесть с травяным чаем. Ну поесть. такой нигде не Почему? купишь. И такой нигде не купишь. И такой всегда хочешь съесть. Особенно, когда долго где-то бываешь. Потом хочется домой и поехать и покушать вот такую вкусняшку. Сколько тебе лет, Мира? 8. Даже 8-летний ребенок может сделать себе чпичмак. Так что берешь и делаешь. Я вот на 20 лет старше. Только сейчас научился. Ура! Мы доехали до сада. Какая тут красота. Я тут. Кто в доме спрятался, выходи по одному. Мамина Есенна, Здрасте. Привет, здрасте. Он Есенна. уже снимает. Мы уже с Они голоду. жуют тут уже. Ждали, 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 ждали. Сажай ее в грядку. Привет. Шо? А вот это мой с щипками. Идеальный, проверяйте. Вот, да. Я специально взяла те, которые они делали, не которые я последние там доделала. Как сказать, я сделал Дэни. Минузым ясадом, Девяни. Вова ясада. Вова. Имин. Имин. Узе. Тамада Ой, мам. узе ясаган. А про меня не хочешь рассказать? Мира да ясаган узе. Я такая, как только начали мы начинку, тесто я уже поставила, по-моему, я начала думать, ну бульон-то надо. И я давай все крошить. Сделала и капусту, ну в маленькой кружке, а в итоге у меня опять же начинки получилось больше, чем бульон. То есть надо было поменьше. Но суп получился очень вкусный, там все есть. Все положил. Ну, Даже мы твоим способом растолочь перец сделала вот это все. Не просто молотый кинула или горошком. Она мало пьет Возьми. почему-то. У меня еще есть, если что, ей. Пей, пей. Чайник здесь. Есть еще моя интересная. Не знаю еще. Мне кажется, У меня уже- такие идеальные уже не отличишь от Алсушкина. Да. Но Мирины тоже Крики некоторые берете очень даже? хорошие. А вот, кстати, твои с щипками, смотри, может, Дэни показать. А, вот Миры. Да. Вот Мирин. Я туда картошку уложила и потом опять тесто Она вот так залепляла. защипила. Вот это Мира делала. Мира ясада. Сначала Мира. дырки, потом картошечку еще положила, потом Астон закрыла. Джандаргансис говорит. Ну, Подгорела. ну, Специалист. я же Ага. говорю, Горела. тут конкретный разбор. А Вика всё не так. говорит, Ты думаешь, «Ну, я... пригорела. Это уже Алсу без нас подожгла. Это я брала не самый последний. Ты не видел, которые сгорели, реально. Ну, первые, которые мы ели, были Мне отличные. не Нет, было говорю, вот сил. этим заниматься пока. Они лежат и ждут, когда кто-то это сделает. Надо было подгорелый мне тогда отдать. Ну, не видно же так вот. Ну, я уже Я не нормально помню, съел. где. Да. Всё. Берите, ешьте. Папе я дома оставила. Я уже завтракал сегодня тоже ими. Я ему вчера с собой говорю, бери, сколько Молодцы, надо. Молодцы. Сегодня, наверное. А масло Заканчивается сливочное после После клали? 12, наверное, уходил. Ну, наверное, да, спасибо. Масло сливочное клали? И бульон, и масло. Все на видео. Все Все с там, доказательствами. Огурцы мелко-мелко. Да, как мам. тоже хорошо. Мира крошила огурцы. Да, я. Старалась поменьше. Глядя. Картошка просто молодая, плотная. Мгм. И вот Да, она очень еще тяжело. очень молодая Очень для тяжело. этого блюда. Много времени на это уходит.
Что, как наш? Мы же иногда заготовки раньше делаем, огурцы Мгм. почистим, покрошим, уберем. Бульон иногда Бульон заранее готов, делаешь, да. А тут все надо было сразу в это время делать. Я и удивилась, что... Я берер куштенесин миңа да бирегез. Мында пицца бар, иш пешмак. Не, пицца там тесто. Вот это. Bitse yumuşak bulsa yarar. Memnunsun. Не Yumuşak. подгорелый. А сейчас Там еще 3 лежат где-то в пакете. Иш пешмаки. Несите, ешьте. Я Говорю, рагу чай давай не надо? поела. Кому надо. Да не, чай. А в сухую вещь. Ну, чай афинма. Нет, говорит что-то. Она Чуть-чуть пила до надо этого. было. Сейчас чашку ее принесу. её там Мам, осталось. тут звук пчелы, точнее шмеля. Ну, так оно. Мам, Ну, это сад. Нет. Нет его, не видно. Нет, нет, это где-то что ты. это может... Нет, все Нет. нормально. Не видно коза. Мы бы увидели. Я с тобой рядом. Ты, если что, убежишь. Там я- лемы, да они. Темне, темне. Темне ми değil, sarı. Вова. Temni temni. Конечно, темне. Более что. Когда кто-то сделал и принес, да? Да, сейчас. Сахар. Ну, еще это не кто-то, а свои. Да, да. Кто-то первый раз делал. С таким энтузиазмом, с таким желанием.